В московском президент-отеле прошел очередной 5-й съезд Федеральной лезгинской национально-культурной автономии, одной из первых подобных организаций, зарегистрированных в России. За 18 лет существования ФЛНК сделала очень многое для сохранения и развития лезгинского языка и традиций, налаживания культурных связей, укрепления межнациональных отношений на почве взаимного уважения. После того, как прозвучал гимн России, президент организации Ариф Керимов объявил съезд открытым и, как это положено на Кавказе, предоставил слово старейшему участнику форума, академику УРАН Абдусаламу Гусейнову. ФЛНК охватывает всех лезгин, претендует на то, чтобы выступать от их имени. Делегатов съезда поприветствовали заместитель руководителя администрации президента РФ Магомед Салам Магомедов, Комитет по делам национальностей Госдумы РФ, заместитель председателя Совета Федерации Ильяс Умаханов, руководитель Федерального агентства по межнациональным отношениям Игорь Баринов, первый заместитель полномочного представителя президента РФ в Республике Дагестан Гамзат Гамзатов, представители других государственных структур. С особым вниманием участники форума прослушали отчетный доклад президента ФЛНК Арифа Керимова. Он рассказал о работе, проделанной организацией за последние 5 лет, подчеркнув, что период между 4-м и 5-м съездами ФЛНК получился для организации плодотворным и насыщенным на события. Необходимо отметить улучшение ситуации в области межнациональных отношений внутри Российской Федерации, связанной в первую очередь с вниманием к данному вопросу и особое внимание президента страны Владимира Владимировича Путина. В немалой степени успеха удалось добиться благодаря усилиям общественности, в том числе ФЛНК и других национально-культурных автономий. Градус ксенофобии в российское общество за последние годы снизились. Ариф Пашаевич подчеркнул, что одним из ключевых направлений деятельности автономии стало участие в работе международных организаций, отстаивающих права и интересы национальных меньшинств, таких как Организация непредставленных народов и Союз европейских национальных меньшинств. ФЛНК в самом ближайшем будущем должна получить консультативный статус при экономическом и социальном совете ООН. Это позволит автономии иметь свое представительство в Организации Объединенных Наций, посещать конференции, выступать на мероприятиях, проводимых под эгидой ООН. Наша активность на международном поле традиционно связана с участием в работе ряда важнейших организаций европейского и мирового уровня. Для тех, кто еще не так близко знаком с деятельностью нашей организации, напомню, что ФЛНК является членом 2 крупнейших европейских организаций, отстаивающих права и интересы национальных меньшинств. Организация непредставленных народов, ОНН, и Союз европейских национальных меньшинств, ФН. Помимо этого, мы активно работаем с другими крупнейшими международными площадками. ФЛНК находится на постоянном контакте с Европарламентом, Верховным комиссаром ОБСЕ по делам нацменьшинств, представителем авторитетных международных организаций и так далее. Мы встречаем полное понимание поднятых нами вопросов. Все участники наших встреч проявляют заинтересованность в сотрудничестве с ФЛНК. Также добавлю, что на площадке Организации непредставленных народов был создан специальный сайт на английском языке, освещающий проблемы лезгинского народа, Лезгин Райс, по-моему, да? Не обошел вниманием в своем докладе глава автономии и проблему распространения в кавказской молодежной среде идей исламского радикализма.
усиление радикальной религиозности в молодежной среде порождает множество конфликтов. Данная ситуация особенно нас беспокоит, ведь молодежь, как известно, это наше будущее. ФЛНК за прошедшие годы сделал много в данном направлении. Одной из важных и действенных методик работы ФЛНК с молодежью стали проводимые вице-президентом ФЛНК Руслан Курбановым и другим экспертам тренингов в различных направлениях. Активное внедрение данной прогрессивной технологии в работу ФЛНК началось в 2013 году, когда при нашей организации был создан молодежный департамент, отдельная структура для работы с подрастающим поколением. Работа в рамках молодежного департамента ФЛНК под руководством Руслана Курбанова проводились по таким тренинговым направлениям, как управление временем, ведение переговоров, ораторское искусство, управление социальным проектом, создание и управление малым бизнесом, тренинги личности и профессионального роста для лезгинской молодежи. На состоявшихся позже выборах президента автономии на следующий пятилетний срок делегаты съезда проявили единодушие и утвердили кандидатуру Арифа Керимова. Я являюсь очевидцем и живым свидетелем практически ежедневной работы, которую Ариф Ашаев проделывает. Тех вершин, тех высот, которые добился благодаря деятельности активно этого человека, сегодня ФЛНК услышали на трибуне ООН. Сегодня ФЛНК знает с трибуны Европарламента. Я просто восхищен, что несколько человек проделали такую огромную работу, и не просто его нужно переизбирать, его нужно попросить, сказать огромное спасибо, что вот у вас есть такое желание работать, проделать эту работу. Ваши 4-5 человек коллектив, порой даже, наверное, вы один, сделали работу целого министерства. Выяснилось, что при подготовке к съезду глава ФЛНК собирался сложить в себя полномочия и передать их молодым членам организации. Ариф Пашаевич на самом деле перед предстоящим съездом всячески отказывался возглавить организацию на новый срок. Искренне вам говорю, откровенно вам открываю карты, закулисье открываю ФЛНК, что с рядом молодых функционеров, работников ФЛНК он обсуждал этот вопрос и говорил, я готов сложить полномочия, готов передать молодым. И здесь за этим столом сидит несколько человек, которые последовательно отказывались и говорили, Ариф Пашаевич, сейчас, тем более страна на изломе, сейчас взятый курс нужно довести до конца, доверительные отношения с федеральным руководством Российской Федерации нужно продолжать развивать. Не у каждой национальной культурной организации такой уровень доверия со стороны Кремля, со стороны руководства страны, тем более взятые уже высоты на европейском международном направлении. Кроме вас некому реализовать намеченное до конца. Поэтому все молодые, с которыми Ариф Пашаевич поднимал этот разговор, все последовательно отказались и сказали, что организацию должен продолжать возглавлять на последующие 5 лет именно тот, кто стоял у ее основания. Выступавшие в прениях по докладу были единодушны в оценках работы ФЛНК за истекший период. Действительно, проделан огромный объем работы, проведена масса мероприятий, направленных на сближение, сохранение культурного наследия, укрепление национального самосознания. Организация уже приобрела авторитет, пользуется доверием. Ее действия одобряют не только лезгины, но и другие национально-культурные автономии. ФЛНК, кроме вот этих цифр, мероприятий, которые мы слышим, имеет очень большое неоцифрованное, невыразимое значение. Значение то, что эта организация существует, и потом растет, развивается. И я вот вижу, что все меньше тех людей, которые хотят через подобные организации выразить свои амбиции. То есть все мы тоже развиваемся, сочетаем свои индивидуальные, индивидуалистические мотивации вот с этой просоциальностью, культурой. Заместитель директора Института востоковедения РАН Аликбер Аликберов рассказал об истории создания книги «Кавказская Албания», которую получил в подарок каждый участник съезда. Если совершенно откровенно говорить, то мы в институте даже не пытались, и было известно, что да, открытие было, это открытие вызвало всеобщий интерес, но пока Ариф Пашаевич не обратил наше внимание на это открытие и не сказал, что нужно это открытие как-то обсудить здесь, в Москве, вот, мы, честно говоря, не собирались этого делать. И вот здесь действительно он
собрал конференцию, и впервые люди собрались. Это было, честно говоря, мы сами до последнего момента не верили, что приедут люди, которые всегда боролись друг против друга, обливали друг друга грязью. Это я имею в виду конфликт в Нагорном Карабахе. И вот грузинская сторона, она всегда была нейтральна, а вот армянская и азербайджанские исторические школы, они всегда воевали. Так вот, благодаря Арифу Пашаевичу удалось вот обосновать и общие позиции, которые позволили собраться всем здесь, в Москве, и уже без вот этой политизации обсуждать вопросы, которые касаются не только лезгин, но и всех народов Восточного Кавказа. Делегат съезда Амиль Саркаров говорил о проблемах, с которыми сталкиваются лезгины, проживающие на территории Азербайджана. Власти соседней страны не делают ничего для того, чтобы одна из самых многочисленных диаспор имела возможность реализовывать свои духовные и культурные потребности. Вот ФЛНК, она выступает с тех позиций, чтобы в должной мере соблюдались культурно-языковые потребности и права лезгинского народа. И в данном случае, когда мы обрисовываем ситуацию в Азербайджане в первую очередь, но также и в Дагестане, мы как раз говорим о том, что существует очень много проблем, связанных с тем, как эти права соблюдаются, как они поддерживаются, начиная с представленности в органах власти и кончая реальными вопросами культурно-языкового развития. Конечно, вопрос диаспоры, вопрос общин, проживающих за пределами территории исторического проживания, скажем так, это отдельный важный вопрос. Участник всех 5 съездов ФЛНК Сабир Мамедов напомнил, через какие трудности пришлось пройти организации, как проходило ее становление в годы, когда создание любой этнической группы приравнивалось к сепаратизму. Это было очень тяжелое время для лезгинского народа. Политизированное национальное движение дагестанских народов, которые появились на заре перестройки и гласности, были ликвидированы. Так, при этом наибольший урон нес лезгинский народ, потому что многие звенья Садвал, так, национальное движение Садвал лезгинского и в Азербайджане, и в Дагестане были разгромлены. Многие лидеры, руководители были физически уничтожены. Оживленное обсуждение продолжалось и в перерыве форума. Делегаты, прибывшие с разных концов страны, в непринужденной обстановке делились впечатлениями, спорили, выражали поддержку друг другу. За эти 5 лет самое главное то, что Федеральная лезгинская национальная культурная автономия стала единственной национально-культурной организацией России, у которой есть представительство и активная работа сразу на 4 уровнях. На местном, я имею в виду уровень отдельных сел, Южного Дагестана, районов, на республиканском уровне, имеется в виду Республика Дагестан, ну и фактически с регионами России, на федеральном уровне в Москве и на международном. То есть представительство и членство ФЛНК в 2 авторитетнейших международных организациях было достигнуто именно за эту 5-летку. Действительно, работники ФЛНК под руководством Арифа Пашаевича большой проводят работу не только в рамках нашего государства, но и в масштабах всего мира о признании всего нашего лезгинского народа. Лезгинский народ – это миролюбивый народ, народ законопослушный, созидательный. Поэтому, когда собравшись здесь решают проблемы, это нас радует. По сравнению с предыдущими съездами, вот за эти 5 лет, отчетный период, удалось сделать очень многое, очень многое. Охватили все аспекты жизни нашего народа, народов Южного Дагестана. Очень много объединительных процессов было за это время. И поэтому никаких сомнений в том, что мы делаем, и в том, что мы будем еще делать вот в ближайшие 5 лет, у нас не было. По итогам работы съезда делегаты приняли соответствующее постановление и единогласно утвердили программу развития ФЛНК на ближайшие 5 лет. С этим документом участники форума познакомились заранее и еще на стадии подготовки имели возможность внести поправки и предложения, так что возражений ни у кого не возникло. Фактически, это стало заключительным аккордом 5-го съезда Федеральной лезгинской национально-культурной автономии. Следующий форум состоится в 2022 году.